Работа левой постоянно, Егор. 2 удара левой, постоянно. Даже в 10 лет он боксирует, что называется, не по-детски. За плечами Егора Лошкарева всего 3 года тренировок. Он не только хорошо держит удар, но и смотрится уверенно. Этот вид спорта требует железной выдержки. В этот раз она помогла одержать победу, причем нокаутом. Я просто много тренировался на боксе, дома и вот так вот. Опыт просто. Следующий поединок и снова победа за синим углом ринга. Подопечных у тренера Анатолия Нефедова сегодня аж 8 человек. Все разного возраста, но с внушительной подготовкой. Признается, многие из тех, кто постарше, пришли в бокс уже с солидным багажом, после карате и даже боев без правил. Здесь, говорят, профессионально удар ставят именно боксеры. Когда они понимают, что даже на улице можно решить боксом, с руками легче, чем ногами, допустим. И, конечно, они приходят в бокс. А после, когда все зависит от тренера и тренерского коллектива, если тренера, вот как у нас, мы работаем вместе, дружно, у нас ребята остаются. А в других, если тренера растут, конечно, они как бы то к одному, то к другому, в итоге ничего у них не получается. Впрочем, даже не все победители остаются довольными поединком. Участнику турнира из Сосногорска одного раунда не хватило. 1 раунд, из 3. Я столько тренировался ради вот этого, и все силы, можно сказать, почти напрасно. Да. Но в конце месяца я еще сюда приеду, тут будет турнир Католикова, и я сюда приеду с командой. Среди участников есть и девушки. Виктория Попова, вопреки всем стереотипам, занимается сразу 2 очень мужскими видами спорта. В бокс пришла из тэквондо. Теперь работает над силой рук. Я занимаюсь тэквондо, и перед поездкой на чемпионат России мне потребовалась помощь тренера по боксу. А потом я начала выступать на соревнованиях по боксу, мне это понравилось, и вот втянулась. Организаторы отмечают, популярность этого вида спорта в Коми растет. Судя по количеству желающих записаться в секцию бокса, у детей этот вид спорта в числе фаворитов. С Ухты есть, с Воркуты ребята в резерве, сборная России. Вообще-то, слава богу, что таки бокс немножко расширяется, расширяются границы. Это Сыктывкар, это Ухта, это Инта, Печора, Воркута. Поэтому стало гораздо более лучше. К слову, сейчас работы у наших тренеров хватает. В ноябре начнется подготовка к Кубку России среди женщин. Кроме того, сегодня Федерация по боксу работает над тем, чтобы в 18-м в Коми прошло первенство России среди юниоров. Максим Васильев, Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.